Глава 4. Блуждающий суперэтнос. Сквозь грани веков. В первом тысячелетии новой эры был еще один суперэтнос без территории, без централизованной власти, без войска, но он был. Евреи, рассеянные от Германии до Ирана, жили, не теряя своего внутреннего единства, несмотря на внешнее разнообразие. Среди них были носители разных культурных традиций, разных идеалов, разных стереотипов поведения. Восточные евреи не были похожи на византийских или немецких, но ведь мы и называем их не этносом, а суперэтносом. И в IX веке настало время им сказать свое слово. А так как это слово было произнесено в Хазарии и весьма значительно отразилось на судьбе хазар, то придется проследить, как и почему это могло произойти. А для этого нам придется углубиться в древность и проследить судьбу восточной ветви иудейской общины и ее связи с Ираном. Этническая история евреев была извилиста и многообразна, но трансформации, возникавшие вследствие пассионарных толчков, видоизменяли их не менее, чем все прочие этносы. При этом менялись даже облик культуры и догмы религии, феномены куда более устойчивые, чем этнические стереотипы. Но сохранялся этноним, что и вводило в заблуждение и невежественных людей, и даже ученых. Легендарные сведения первых книг Библии туманно повествуют о неясных связях предков евреев с Шумером, а потом с Египтом, но к нашей теме это не имеет отношения. Библия, как исторический источник, подвергалась критике, установившей, что даже Пятикнижие обращено к двум разным божествам. Элоим – единственное, множественное число от Элои, и Яхве, проявлявшемуся в огненных смерчах. Редер – история древнего мира. Значит, и этот этнос был вначале сложносоставным. Евреи, став монолитным этносом, представляли собой антропологическое разнообразие. Выходцы из Ура-Халдейского – шумерийский тип, низкорослые, коренастые, с рыжеватыми волосами и тонкими губами. Негроидную примесь дало пребывание в Египте. Семиты, высокие, стройные, с прямым носом и узким лицом, это результат смешения с древними арабами, халдеями. Большинство же евреев – арменоидный тип, преобладавший в Ханаане, Сирии и Малой Азии. Именно тот, который ныне считают еврейским. Это расовое разнообразие указывает лишь на сложность процесса еврейского этногенеза, но не имеет отношения к этнической диагностике, ибо этнос и раса – понятия разных систем отсчета. Исторически зафиксированные племена Хабиру в XIV веке до нашей эры начали завоевание крайне жестокое, беззащитного и миролюбивого Ханаана, но натолкнулись на сопротивление филистимлян, одного из народов моря, по-видимому, древних ахейцев или хеттов. Война с хананеями и филистимлянами затянулась до X века до нашей эры, акматическая фаза этногенеза. Лишь царь Давид 1004-965 годы до нашей эры, достиг решительных успехов и взял Иерусалим, где его сын Соломон соорудил храм. Но после смерти Соломона его царство распалось надвое, надлом, а в 586 году до нашей эры Иерусалим был взят вавилонским царем Навуходоносором, который вывел пленных в Вавилон. Так началось знаменитое рассеяние, диаспора, инерционная фаза этногенеза. В Вавилоне евреи прижились, и когда в 539 году до нашей эры Кир позволил им вернуться на родину, этим позволением воспользовались немногие. Вавилонская колония евреев оказалась богаче и многолюднее палестинской. Из Вавилона евреи распространились по всей Месопотамии и Сузиане, где вошли в тесный контакт с персами. Есть даже предположение, что знаменитая антидевовская надпись Ксеркса, запретившего почитание племенных богов девов, нашла отражение в Библии, в книге Эсфирь, содержащей описание того, как мудрый Мардохей, благодаря очарованию своей племянницы Эсфири, пленившей царя, сумел организовать погром македонян и других соперников евреев, боровшихся за влияние на персидского царя-царей. Македония входила в персидскую державу в 490-465 годах до нашей эры, и в этот краткий период ее уроженцы служили царю Артаксерксу. Однако успех Мардохея оказался эфемерным. Персы охладели к евреям,
и те радостно приветствовали Александра Македонского, пользуясь тем, что ни царь, ни его эллинские друзья никогда не сталкивались с евреями. Когда же греки и евреи оказались в пределах единой селевкидской державы, между ними возникла кровопролитная война, закончившаяся победой евреев, основавших в Палестине царство с династией Хасмонеев. Постепенно палестинские евреи и евреи диаспоры стали обособляться друг от друга, образуя как бы две нации. И судьбы их были различны. До похода Александра Македонского этносы Эллады и Передней Азии жили раздельно. Культуры Египта и Вавилона спокойно увядали под эгидой персидского царя. Хотя Вавилон еще стоял, но вавилонян в нем почти не осталось. Хотя Нил еще откладывал ил на поля египтян, но кроме филлахов до кучки жрецов, от древнего величия уцелели только могилы. Кроме персов, сагдийцев, бактрийцев и народов Малой Азии, некоторую самобытность сохранили евреи в Палестине и диэлемиты в Эльбрусе, да, пожалуй, разбойники Киликии и парфяне. Но после македонского завоевания все перемешалось и возникла цивилизация, именуемая эллинизм. Характеризовать эту эпоху нет необходимости, ибо это уже неоднократно делалось. Нам достаточно уяснить ее значение для этногенеза. Под державной властью селевкидов и птолемеев были не этносы целостности, обладающие оригинальными структурами и своеобразным стереотипом поведения, а территории. Красивые города, где люди говорили по-гречески, и окружающие их виллы, где по-гречески понимали. Те и другие подчинялись властям, ибо это давало им покой. Однако они не испытывали к своим правителям никаких чувств. Македоняне были для населения чужими и малоприятными людьми. Внутренние же связи были разрушены появлением общего рынка и общедоступной эллинской цивилизации. Этносы рассасывались в ней. Исключение составляли только евреи, вернувшие себе независимость под руководством Маккавеев. Но сейчас речь не о них. В первом веке до нашей эры Рим подчинил своей власти Сирию и Египет. Сопротивления не было, и ничего не изменилось, за исключением того, что македонских чиновников сменили италийские. Налоговый гнет немного возрос, но зато римские порядки обеспечили подъем хозяйства, и одно компенсировало другое. Города росли и переполнялись субпассионариями, существовавшими в этом благодатном регионе за счет излишков сельского хозяйства, ибо природа, ненасилуемая техникой, может прокормить не только трудящихся, но и дармоедов. Но когда прошел пассионарный толчок, начался новый процесс этногенеза. В восточных провинциях Римской империи появились разнообразные богоискатели. Перечисление идей, выдвинутых в то время, увело бы нас в сторону от темы. Достаточно того, что победила и всюду распространилась христианская община, втянувшая в себя подавляющее большинство появившихся пассионариев. Люди слабопассионарные в христианских общинах были не нужны. О таких было сказано: «Знаю твои дела, ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, то изблюю тебя из уст моих». Апокалипсис, стих 3, строки 15-16. На этом принципе создавались первые консорции пассионариев нового типа. К середине II века они слились в особый субэтнос или этнос по Христу. Главным врагом новой популяции были не римские власти, которые путали христиан с евреями, а городская субпассионарная чернь, боровшаяся с пассионарным и духовным подъемом путем писания доносов, столь многочисленных, что Троян специальным эдиктом запретил их рассмотрение. В это время христиан преследовали по закону о запрещении любых общественных организаций, например, Союза сапожников или Общества по тушению пожаров, а не за исповедание веры в распятого Бога. В этой фазе этнос вел себя как дитя в утробе матери. Являясь, по сути дела, новой персоной, он сам этого не сознавал. Первые апостолы считали себя галилеянами. Они ощущали свое различие с соплеменниками, но приписывали это нисхождению на них Святого Духа. Однако одного такого факта было достаточно, чтобы евреи перестали видеть в них членов своего этноса и уже в 35 году побили камнями архидиакона христианской общины Стефана. С этого времени вражда иудеев и христиан неуклонно обострялась. Деятельность апостола Павла привлекла в христианскую общину, консорцию, большое количество людей разных этносов.
Первое поколение христиан, ощущая свою общность, помнило о своем происхождении. Так центурион Корнилий знал, что он римлянин, а Дионисий Ареопагит считал себя эллином. Но общность судьбы объединяла членов христианских консорций, особенно во время гонений. Особенно сильно повлияли на консолидацию христиан зверские убийства их иудейскими повстанцами Бар-Кохбы, сына звезды, в 135 году. После этого оборвались традиционные связи между новой этнической целостностью и старой, но реформированной путем дополнения древнего предания. Уцелевшие после римских репрессий иудеи приняли в 219 году толкование преданий, составленное в Тивериаде раввином Иудою. Мишна, ставшая основой Талмуда. Отсюда пошло учение раввинизма, враждебное христианству, а вавилонские общины, составленные из разных этнических субстратов, чутко воспринимали эллинскую и персидскую философию. В их среде появились гностические учения, в том числе Каббала. Так окончательно разошлись галилейское учение Христа и диаспорный иудаизм, породившие два суперэтноса с разными доминантами и разными судьбами. В отличие от иудеев, язычники не оказывали ранним христианам никакого идейного сопротивления. Вера в древних богов, покровителей племени, была подорвана развитием философии, которая оторвала от культа наиболее интеллектуальную часть эллинов и римлян. В эпоху принципата религия Юпитера превратилась в уважаемую традицию, выражение лояльности правительству, а тем самым потеряла элемент мистической связи божества и человека. Смертельный удар античной религии нанесли сами императоры, требовавшие божественного поклонения своим статуям в храмах. Ведь никто не мог искренне поверить, что пьяница Вителлий, развратник Агон, сумасшедший Гай Цезарь Калигула и им подобные боги. А поскольку им надо было приносить жертвы наравне с Юпитером, Юноной, Марсом, Венерой, то и тех перестали воспринимать серьезно. Большая часть образованного общества стала индифферентно-атеистической, а низы ограничили свою духовную жизнь суевериями. Гонения на христиан первые 150 лет проводились либо по доносам иудеев, либо по закону Траяна о запрещении любых обществ. К христианам Траян относился без всякого интереса и даже запретил принимать на них доносы, а казнить их повелел только по личному заявлению о принадлежности к христианской общине. Поэтому христианство распространялось по всей империи, втягивая в себя алчущих и жаждущих правды, то есть пассионариев. А так как пассионарии группировались в регионе пассионарного толчка, в Сирии, Малой Азии и Палестине, то именно Римский Восток стал плодородной почвой для семян христианской веры. Исповедание – символ этногенеза. Но вот кончился инкубационный период. В 155 году христиане заявили о себе на диспуте. Юстин, философ, отверг веру в языческих богов, осудил жертвоприношения животных и сформулировал доктрину христианства, отличающуюся и от иудаизма, и от философских систем Эллады. Христианские консорции слились в субэтнос, а с этим явлением имперским властям пришлось считаться. С конца II до начала IV века от христиан требовали знака политической лояльности, признания императора богом и принесения жертвы на его алтарь. Христиане гарантировали политическую благонадежность, но категорически отвергали благонадежность идейную. Признать богом центуриона или сенатора, интригана, развратника, убийцу они отказывались, хотя служить ему как человеку-правителю были готовы. Власти были недовольны такой полупокорностью и шли навстречу желаниям масс, городской черни, требовавшей истребления христиан. Но беда в том, что христиане были наиболее верными, честными и храбрыми легионерами, а язычники – самыми лживыми, своевольными и нестойкими в бою солдатами, часто предававшими своих вождей. И происходило это от естественного разделения. В христианские общины шли люди нового психологического настроя, а в язычестве оставались те, кто, по сути дела, потерял старую веру и не приобрел новой, усвоив вместо религии принцип максимального подхалимства. В 313 году Константин, победивший с помощью христиан своего противника Максенция, дал в Милане эдикт, ставивший христианство в преимущественное положение.
И тогда городская чернь объявила себя христианской и начала с такой же яростью истреблять языческих философов. Так продолжалось весь IV век. Христианство и язычество боролись между собой весьма странным образом. Ни философы неоплатоники, Ямвлих, Либаний, Ипатия, Гимерий, Фемистий, ни стоики, ни император-митроист Юлиан Отступник, ни отцы церкви Василий Великий и Григорий Богослов, ни ученые-христиане Ориген, Маркион, ни гностики Василид и Валентин не запятнали себя гнусными преступлениями против мыслящих иначе. Зато римская, антиохийская и александрийская чернь, солдатские императоры, демагоги, безграмотные монахи и продажные чиновники участвовали в убийствах сначала христиан, а потом языческих философов. Нетрудно заметить, что как низы горожан, так и вожди наемных солдат меньше всего интересовались вопросами духовной жизни. Эти деморализованные потомки даже не древних римлян и эллинов, а гибридизированного населения торгово-ремесленных эллинистических центров равно старательно истребляли ростки новой духовной жизни и следы древней культуры. Наследники Константина, весьма нетвердо сидевшие на престоле, считали за благо идти навстречу желаниям масс и их лидеров. Сын Константина Констанций приказал лишать язычников имущества и казнить смертью за совершение жертвоприношений. Впрочем, за отказ от учения Ария он отправлял христиан в тяжелые ссылки. Зато после 381 года в такие же ссылки Феодосий стал посылать ариан. Грациан в 382 году велел вынести из Сенатской курии алтарь Победы, символ римского могущества. Последняя попытка спасти язычество в 392-394 годах была подавлена Феодосием, казнившим вождей восстания Евгения и Арбагаста. Западная церковь получила от раннего периода очень тяжелое наследство. Сельское население Италии, Испании и Галлии, не затронутое пассионарным толчком, относилось к проповеди любой веры с потрясающим равнодушием. И также вяло оно отстаивало старую религию, вследствие чего языческие культы в Западной Европе дожили до VII века. Зато в городах, где население было приезжим с Востока, страсти кипели, и христианство принимало крайние формы. Генетический дрейф пассионарности породил популяцию мучеников и фанатиков, которая обеспечила престол Константину, сумевшему использовать эту страшную силу. В пламени акматической фазы пассионарности сгорел весь шлак, унаследованный Византией от античности. Вымерла субпассионарная чернь городов. Языческие окраины были захвачены германцами на западе, славянами на Балканском полуострове и мусульманами, новым этносом, возникшим в Аравии вследствие очередного пассионарного толчка и с потрясающей быстротой прошедшим всю фазу подъема вплоть до образования суперэтноса. Но в IV веке христианство как идеология перешагнуло границы этноса. Христианами стали готы, бургунды, свевы, вандалы в Европе, армяне и грузины в Азии, абиссинцы в Африке. Эти этносы никогда не знали римской власти, римской культуры, римской дисциплины. Поэтому они не составили единого с римлянами этноса, а остались сами собой. И тут сыграло решающую роль дробление христианского этноса на два течения – никейское и арианское. Германцы приняли христианство с учением Ария, а в империи победило учение Афанасия, то есть никейское. Восторжествовав на Константинопольском соборе 381 года, оно объединило своих сторонников в этническую целостность, которую мы и называем византийской. С этой даты византийский этнос вступил в свою акматическую фазу. В IV-VI веках он расширился, захватив Закавказье и Ирландию, погубил остатки античной культуры, раздробился на ряд субэтносов, каждый из коих выдвигал собственное исповедание, часто без достаточных догматических оснований. В VII веке он потерял половину своей территории из-за внутренних расприй и, наконец, в IX веке перешел в инерционную фазу этногенеза. Вернемся в Иудею. Отрыв от родины не проходит бесследно. Евреи, вернувшиеся в Палестину из Вавилона, не нашли взаимопонимания ни с местным населением иудейского культа, самаритянами, ни с потомками древних хананеян, финикийцев, населявшими Галилею, область у Тивериадского
Генесарецкого озера, ни с пришлыми из Напаты арабами, идумеями, поселившимися в бывшей земле филистимлян в окрестностях Газы. Однако галилеяне и идумеи оказались увлеченными порывом восстания Маковеев в 166 году до нашей эры и вместе с ними боролись против македонян. Иудеи, ощущая острую необходимость в пополнении армии, обратили оба народа в иудаизм, мотивируя это тем, что они якобы в древности были евреями, но в отличие от самаритян, утратили веру во время господства селевкидов. Поэтому во время династии Хасмонеев, 152-37 годы до нашей эры, представители инкорпорированных этносов считались иудеями, но как бы второго сорта. Те отвечали им неприязнью, переходившей в кровопролитие. Ирод I Великий, от 37 до 4 года до нашей эры, несмотря на все заслуги перед страной и народом, любовь и преданность нашел только в Самарии и Идумее, но не у израильского народа, так как был чужеземцем. И сам он говорил, что чувствует влечение к грекам в той же степени, в какой питает отвращение к иудеям. Он даже своих детей от еврейки боялся, как иудеев. Так продолжалось до того времени, пока пассионарный взрыв не дал обитателям Палестины энергию, необходимую для самоутверждения. Тогда идумеи захватили власть в Палестине, изгнав последних хасмонеев, а Галилея стала местом рождения воплощенного слова «я» новой религии, не только чуждой, но и противоположной той форме иудаизма, которая оформилась при контакте с эллинами и заискивании у римлян, той, что Момзен назвал неоиудаизмом. В Галилее все было иначе. Там ненавидели все эллинское и римское. Оттуда вышли первые сикарии, кинжальщики, террористы, убивавшие чужеземцев, и вероотступников. И галилеянин Иисус Христос говорил иудеям: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, гробы скрытые». Лука, стих 2, строка 37. «И ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Иоанн, 8 стих, строка 44. Столь категоричные характеристики указывают на несовместимость христианского и еврейского поведенческих стереотипов, ибо в первом веке до нашей эры евреи больше служили мамоне, богатству, нежели Иерусалимскому храму. Вражду иудеев к галилеянам, то есть к христианам, использовал друг иудеев Юлиан Отступник. Добыть деньги было несложно, но для этого было необходимо включиться в общий рынок эллинистического мира и принять участие в его интригах и склоках. Люди для торговых операций имелись, но им пришлось изучить греческий язык, воспринять эллинскую образованность, перенять манеры, переменить имена, короче говоря, сменить стереотип поведения. Эти эллинизированные евреи назывались саддукеи и не только держали в своих руках экономику и высшие административные должности в царстве хасмонеев, но и представительствовали за его границами. В Александрии, где греки составляли 50% населения, евреев было 40%, а все остальные, в том числе египтяне, 10%. То же самое было на Кипре и в городах Малой Азии. Иными словами, евреи-саддукеи вошли в эллинистическую цивилизацию и постепенно растворились в ней. Это оторвало их от хранителей традиций фарисеев, Пуруш чистый, и от народных масс. Последним было особенно противно, что их правители уподобились их злейшим врагам эллинам. Поэтому раскол этнического поля расширялся и дошел до того, что власть Ирода держалась на поддержке наемных воинов, а народные пророки проклинали его. Ситуация, характерная для фазы обскурации. И в первом веке нашей эры этнос распался и погиб. Палестинские евреи, сохранившие изрядную долю неукротимости и нетерпимости своих предков, поссорились и с римлянами, но те дважды расправились с евреями в 70 и 132 годах, да так, что Палестина обезлюдила, и ее заселили арабы. Те евреи, которые успели убежать от ужасов войны на западную окраину империи, нашли там покой и безопасность. Более того, иудаизм стал распространяться в самом Риме, через женщин, утративших в эпоху империи традиционную нравственность. Это вызвало отрицательное отношение римлян к евреям,
по аналогии перенесенная на христиан. Когда память о пролитой крови померкла, оказалось, что в крупных городах Римской империи, в греческих колониях Пантикопея, Гаргиппи и Танаисе в Армении и в оазисах Аравии еврейское население сохранилось. Однако это были уже новые евреи, затронутые пассионарным толчком I века, и, следовательно, ровесники византийцев и славян. Они поддерживали активные связи со своими иранскими единоверцами, пользовавшимися покровительством врагов Рима, парфянских царей. Вследствие этого обе общины до конца V века непрестанно обменивались идеями и людьми. На этом фоне было создано обновленное иудейское вероучение. В I веке были составлены два варианта Талмуда, Иерусалимский и Вавилонский, а во II-III веке возникла Каббала, то есть полученное по преданию учение. Согласно Каббале, Бог, наскучив одиночеством, решил создать себе равных. Мир и люди – его эманация. Назначение их – совершенствование до уровня божества, причем идет перевоплощение душ. Бог им не помогает, ибо помощь – это позорный хлеб, подачка. Они сами должны достичь совершенства. Льоренте – критическая история Испанской инквизиции. А как это было им нужно? Персия была страна бедная, но благоволившая к евреям. Восточная Римская империя была богата, но греки успешно конкурировали с евреями. В те века центр тяжести межэтнических конфликтов был перенесен в область идеологии. Библия была уже переведена на греческий язык и перестала быть тайной. Ее читали усердно, но реакция читателей была различной. Одни вступались за змея, побудившего Еву заполучить познание добра и зла, а того бога, который хотел оставить людей в невежестве, именовали злым демоном – афиты. Другие объявили материю, а следовательно весь видимый мир несуществующим, то есть просто помехами на пути к совершенствованию души, реальность коей утверждалась – гностики. Третьи отрицали преемственность Нового и Ветхого Заветов, считая древнюю еврейскую религию поклонением сатане, Маркион и его школа. Четвертые, манихеи, рассматривали мир как область борьбы света и тьмы, но если христиане признавали мир и жизнь творением Божьим, то манихеи держались обратной точки зрения. Мир – это тьма, пленившая частицы света, души. На Западе дуализм не удержался. Язычник Платин и христианин Ориген создали стройные монистические концепции, овладевшие умами мыслящих людей III века, а последователи гностиков замкнулись в своем пренебрежении к черни, и их идеи перестали влиять на широкие слои римского общества и этносов, его составлявших. В Иране гностическое манихейство натолкнулось на стройную систему зороастризма, где жизнь благословлялась и утверждалась как творение Ормузда, а смерть и уничтожение, аннигиляция материи, считались делом Аримана. Мани заплатил жизнью за последовательность своего учения. Казалось бы, для жизнеотрицающих гностических систем нет места в мире, но оно нашлось. На рубежах великих суперэтносов эллинизма и Ирана и Турана, Турана и Индии, где ютились небольшие, хотя и самостоятельные княжества арабов, кавказцев, эфталитов, последователи гностических идей находили приют и безопасность. И евреи, променявшие Палестину на Месопотамию, были в их числе. Стесненные жесткими установлениями официальной религии, они чутко реагировали на развитие мировой творческой мысли и выдавали свои соображения за древние предания – Каббалу, тем самым давая им место рядом с жесткой системой Талмуда. В Каббале были и монистические системы, близкие к неоплатонизму, и дуалистические, унаследованные от эссеев, и тяга к новым идеям, то и дело возникавшим в Иране и Византии. А так как пассионарных людей в вавилонской общине было много, то с III по VI века она бурлила идеями и принимала активное участие в событиях, имевших значение для нашей темы. Несовместимость. Творческий взрыв и последовавшее за ним развитие еврейской философской мысли привели к созданию Каббалы, в которой стала явная тенденция к философско-ритуальному воспроизведению до моисеевых аргиастических культов. Но с христианскими гностиками у неоиудаизма не было и тени согласия.
то ли тут вопияла кровь первых христианских мучеников, например, архидиакона Стефана, побитого камнями в 35 году, и жертв фанатиков Бар-Кохбы, то ли евреев отталкивала эллинская смелость мысли, выражавшаяся в строгой последовательности, когда любой логически безупречный вывод считался достоверным, подобно непосредственно наблюдаемому факту. Эпизоды из Ветхого Завета отпугивали христианских неофитов от традиционного иудаизма, а уж о контакте христианства с талмудизмом и речи быть не могло. Поэтому во II веке среди христиан наблюдается стремление разграничить учение Ветхого и Нового Заветов и обосновать это теологически. При этом логически следовало, что Яхве, Бог Моисея, отнюдь не тот Элой, к которому воззвал распятый Христос. Следовательно, сходство древнего еврейского однобожия по существу почитания племенного бога евреев и христианского единобожия мнимо. Различие между богом Ветхого Завета и евангельским богом формулировалось христианскими гностиками так. Первый запрещает людям вкушать от древа жизни, а второй обещает дать побеждающему вкусить сокровенную манну. Апокалипсис, 2 стих, 17 строка. Первый увещевает к смешению полов и к размножению до пределов айкумены, а второй запрещает даже одно греховное взирание на женщину. Первый обещает в награду землю, второй – небо. Первый предписывает обрезание и убийство побежденных, а второй запрещает то и другое. Первый проклинает землю, а второй ее благословляет. Первый раскаивается в том, что создал человека, а второй не меняет симпатий. Первый предписывает месть, второй – прощение кающегося. Первый требует жертв животных, второй от них отвращается. Первый обещает иудеям господство над миром, а второй запрещает господство над другими. Первый позволяет евреям ростовщичество, а второй запрещает присваивать незаработанные деньги. Военная добыча в то время рассматривалась как оплата доблести и риска. В Ветхом Завете облако темное и огненный смерч, в Новом – неприступный свет. Ветхий Завет запрещает касаться ковчега Завета и даже приближаться к нему, то есть принципы религии тайна для массы верующих. В Новом Завете призыв к себе всех. В Ветхом Завете проклятие висящему на дереве, то есть казнимому. В Новом – крестная смерть Христа и воскресение. В Ветхом Завете невыносимое иго закона, а в Новом – благое и легкое бремя Христова. Этот трактат приписан Маркиону, христианскому гностику середины II века. Взгляд Маркиона на космос разъяснил его ученик Апеллес, умер около 180 года. Единое начало, нерожденный Бог, сотворило двух главных ангелов. Один, знаменитый и славный, сотворил мир, другой, огненный, враждебен Богу и миру. Следовательно, мир, как творение доброго ангела, благостен, но подвержен ударам злого, огненного, отождествленного с Яхвой Ветхого Завета. Это учение, утверждающее наличие метафизического зла, угрожающего культуре и природе, биосфере, отсутствует в Ветхом Завете. Там грехом считается нарушение закона, то есть предписания, как акция непослушания. Сатана упомянут только в книге Иова, но и здесь он не соперник и не враг Бога, а его сотрудник. Бог и сатана вместе осуществляют жестокий эксперимент над беззащитным и невинным Иовом, а потом угрозами зажимают ему рот. Зато в Евангелии Христос отказывается от общения с дьяволом, говоря: «Отыди от меня, сатана». Таким образом, оказывается, что смысл Ветхого и смысл Нового Заветов противоположны. Но если так, то почему христианская церковь ввела Ветхий Завет в состав священных книг? Для решения этого вопроса необходимо обозреть расстановку сил в конце II и в III-IV веках. Главным врагом юного христианского этноса был неоиудаизм Талмуда и Каббалы, но полемика христиан с иудеями велась на фактическом материале Библии. Обе стороны доказывали, что их учение ближе к древнему, а следовательно и правильнее, о чем писал Юстин Философ в разговоре с Трифоном Иудеем. По сути дела, обе стороны были неправы, ибо и христианство, и талмудизм были явлениями новыми, связанными с начальными фазами своих этногенезов. Однако аберрация близости заставляла и их обращаться к Писанию как к непререкаемому аргументу. А коль скоро так,
то это писание надлежало изучать. В III веке в игру вступил новый партнер – манихейство. Манихейская концепция, по сути, атеистична, то есть на место личного бога и дьявола она ставит стихии света и мрака, в результате борьбы которых возник и существует материальный мир. Но отношение к миру у манихеев и христиан было противоположным. Манихеи считали материальный мир, биосферу, злом, а его создателя злым демоном. В противоположность христианству, творящий свет, божественную энергию, они считали мраком, а мрак, бездну или вакуум, светом. Для борьбы с культурой и с самой биосферой этого было вполне достаточно. Тогда, в 180-190 годах, христианская мысль для оказания сопротивления атеистическим антисистемам гностицизма приняла на вооружение Ветхий Завет в варианте 70 толковников, сделанный еще во II веке до нашей эры. Этот завет был во II веке нашей эры ветхим не только для христиан, но и для самих иудеев, подавляющее большинство которых приняло Талмуд, практически вытеснивший религиозные представления древности. А в конце III века жестокие гонения Диоклетиана и, с другой стороны, пропаганда манихейства поставили перед церковью сложные задачи, более актуальные, чем борьба с древним иудейством. Более того, в иудейском предании хотели видеть союзника против общего врага, а в однобожии, генотеизме, зачаток единобожия, как бы предчувствие христианства. Эта тенденция странным образом уживалась с развитием учения о Троице и Логосе, которое по своим философским истокам восходило к неоплатонизму, столь же враждебному гностицизму, как и церковное христианство. Для своего времени такая позиция была целесообразна, поэтому не надо осуждать апологетов III века и отцов церкви IV века за благосклонное отношение к историческим пассажам и поэтическим шедеврам греческого перевода Библии. Эти блестящие филологи и философы не могли даже вообразить, что через 1000 лет наступит время, когда найдутся люди, желающие воскресить побивание камнями пророков, принесение в жертву вместо себя невинных животных, убийство или отстрел иноплеменников и учение о предопределении, снимающее с человека моральную ответственность за любые преступления. Все перечисленное, бытующее в цивилизованном мире, связывается с ветхозаветным мировоззрением. Но в V-VIII веках такого безобразия ни один ученый муж не признавал. Безобразия принимали другой облик. Это и станет предметом нашего внимания. Еще одна столетняя война. Столетней называют войну Франции с Англией с 1339 по 1449 год. Но столь же долгой и еще более ожесточенной была серия восстаний в Аравии и Сирии при высокой степени пассионарности византийского этноса и окончательном исчезновении эллинизма. Эти эксцессы были продолжением друг друга и тянулись 110 лет, с 517 по 627 год. «Два меча нельзя вложить в одни ножны», гласит старинная персидская пословица. Евреи и христиане были равно пассионарны. Описанная ранее несовместимость проявлялась не только в философии, но и в настроениях народных масс. Еврейское население Южной Палестины было уничтожено при подавлении восстания Бар-Кохбы, но в Самарии оно уцелело, так как самаритяне не принимали участия в еврейском движении. Евреи тогда не считали самаритян за своих. Однако по отношению к греческому населению Сирии и Палестины евреи и самаритяне были единодушны. Они не хотели, чтобы греки жили в Палестине и чтобы константинопольское правительство собирало налоги, а легионеры пасли на священной земле нечистых животных – свиней. Поскольку Зенон был крайне непопулярным императором, а положение империи весьма сложным, самаритяне поднялись в 484 году на гору Горизим, создали там укрепленный лагерь и сделали его центром движения против Византии. Повстанцы взяли Неаполь, сирийский, и Кесарию. Причем христиан не щадили, что заставило последних вступать в организуемые правительством отряды добровольцев, которые и разгромили самаритян в 486 году. Репрессии после подавления восстания были умеренными. У богатых самаритян было конфисковано имущество, а на горе Горизим сооружена христианская церковь. Но на этом война не кончилась, только театр ее был перенесен на юг, на Аравийский полуостров, куда не простиралась рука византийского базилевса.
в V-VI веках единого арабского этноса не было. Северные кочевники назывались измаилиты, как потомки сына Авраама Измаила, выгнанного отцом в пустыню по требованию Сары, родившей на старости лет Исаака, легендарного предка евреев. Южные оседлые племена Йемена и Хадрамаута назывались иактонитами или людьми Саба, а жители южного побережья с I века нашей эры – химьяр. Йемен по праву назывался «счастливой Аравией», ибо эта богатая растительностью страна контролировала пролив Баб-эль-Мандеб, по которому шла морская торговля Византии с Индией. Поэтому сюда устремлялись иудеи из Палестины и Сирии в IV-VI веках. И здесь они достигли власти в 517 году, когда царем Химьяра стал Зун-Уваз. Юсуф Зун-Уваз был сыном знатного химьярита из рода Язан и рабыни-еврейки. Последняя обеспечила ему возможность стать членом иудейской общины, а первое – право на престол. И он захватил власть в начале 517 года, убив законного царя Химьяра Маади-Кариба, христианина, по-видимому, монофизитского исповедания. Первым делом Зун-Уваз ограбил христианских купцов – византийских, североаравийских и аксумских, эфиопских, находившихся в его владении, и начал преследование христиан, которых в Аравии VI века было много. По просьбе аравийских христиан царь Аксума послал войско, которое принудило Зун-Уваза бежать. После победы большая часть аксумитов отбыла на родину, а для наблюдения остался малочисленный отряд – 500-600 всадников в городе Зафаре, столице Химьяра. Зун-Уваз собрал своих сторонников, окружил Зафар и предложил эфиопам покинуть город, обещав им свободный пропуск на родину. Простодушные эфиопы поверили Зун-Увазу, вышли из крепости и были убиты. Одни зарезаны, другие заперты в церкви и сожжены вместе с нею. Сгоревшая церковь была перестроена в синагогу. Ожесточение росло не по дням, а по часам. На следующий 518 год Зун-Уваз взял город Награн и произвел массовые казни христиан. И по всей стране шло сожжение церквей и истребление христиан. До тех пор в Аравии религиозных гонений не бывало. Христианские епископы, как монофизиты, так и православные, развернули широкую агитацию против Зун-Уваза. По казненным повсюду служили панихиды. Даже персы решительно осудили Зун-Уваза, и только несторианский епископ Ирана Сила желал угодить язычникам и иудеям. Но, возможно, это поздняя клевета. Христиане в языческой Аравии не противопоставляли себя друг другу. Это был единый суперэтнос. И все они страдали от Зун-Уваза. Зун-Уваз восстановил против себя даже Иран, ибо персы издавна вели выгодную торговлю с Аксумом, а теперь она прекратилась. Но, тем не менее, активных военных действий не предпринимал никто. Иран находился во власти маздакитов, Византия была далеко, а Аксумский царь воевал в Африке с окрестными племенами. Лишь в 524 году эфиопские войска были подготовлены к десантной операции, походу в Аравию для спасения аравитян. Это был, по сути дела, крестовый поход. Выступление эфиопского войска было приурочено к празднику Троицы, 18 мая 525 года, и сопровождалось молебном в кафедральном соборе столицы Аксума. Южноаравийские эмигранты были отправлены отдельно. В их задачу входило пробраться в тыл противника и поднять население против тирана. Это им удалось. Зун-Уваз с теми силами, которые остались ему верны, попытался сбросить десант в море, но потерпел поражение. Войско иудео-химьяритов разбежалось. Зун-Уваз был убит. Оказалось, что это конец. Эфиопы ходили по стране, убивали иудеев и разрушали синагоги, не встречая сопротивления. Впрочем, жестокости были обычным бесчинством воинов, разошедшихся по стране, и их аравийских союзников. Иудеи в Йемене уцелели до нашего времени, а частично были переселены в Эфиопию, и, возможно, Фалаша – их потомки. Эфиопы проявили такую терпимость, тени которой не было у противников, потерявших Южную Аравию, но попытавшихся получить реванш в Палестине. Едва достигла пределов Византийской империи весть о гибели Иудео-Химьяринского царства,
в Скифополе самаритяне напали на христиан и спалили часть города. Юстиниан обвинил в попустительстве архонта и казнил почему-то его, а не мятежников. Однако это не предотвратило восстание. Весной 529 года иудеи, язычники и манихеи начали жечь церкви, поместья и убивали священников и знать. Однако не только богатым христианам было плохо. Вождь восстания Юлиан, которого объявили царем, не только разрушил все христианские храмы в захваченных городах, не только убил епископа Самона и велел резать на куски священников, чтобы сжечь их вместе с мощами, хранившимися в церквах, но и, устроив по случаю победы конские ристалища, вместо награды победителю приказал отсечь ему голову, так как узнал, что тот христианин. Только помощь арабских шейхов позволила византийцам подавить восстание, в ходе которого погибли 20 тысяч повстанцев. Столько же пленных женщин и детей было уведено арабами. А сколько погибло христиан, неизвестно. Репрессии надо считать еще мягкими, ибо в 555 году восстание повторилось, но на этот раз было подавлено без посторонней помощи. И был страх великий во всех восточных провинциях. Упомянутые восстания и перевороты следует расценить как большую войну, которую, будь она в 20 веке, назвали бы национально-освободительной. В ней поражают стихийность вспышек и ожесточения, напоминающие альбигойские войны и восстания комиссаров в Провансе. И ведь нельзя считать эти восстания бесперспективными. Вожди иудеев надеялись на помощь Ирана, находившегося в состоянии войны с Византией и пытавшегося вернуть Сирию и Палестину, дабы восстановить царство Кира Великого. Но почему-то персы не поддержали ни Зунуваса, ни самаритянских вождей, хотя впоследствии они выгнали аксумитов из Аравии и на время овладели Сирией и даже Египтом. Но и там, и тут они пользовались пассивной поддержкой иудеев, а не активной. Не странно ли это? Очевидно, следует обратить взор на Персию V-VII веков, иначе сложность ситуации останется нераскрытой. А без разбора этих сложностей останется неясной та трагедия, которая произошла на Волге в X веке. Так направим караван нашего внимания из Сирии и Аравии в Вавилонию и Иран. У персов. V-VII века. Римляне, даже в период наибольшей военной мощи, не могли захватить двуречье. Местное население активно помогало парфянам, а потом персам. За проявленную лояльность шахи Ирана благоволили к евреям, позволив им создать колонии в Ктизифоне и Исфагане, Исфаган. Аналогичными льготами пользовались несториане Месопотамии и монофизиты Армении за то, что они были противниками православного византийского царя. Зороастризм, подобно иудаизму, генотеистическая религия, то есть все персы должны были следовать учению магов и поклоняться огню, но ни один иноземец к культу не должен быть допущен. Переход персов в христианство карался смертью, что иногда вызывало осложнения, коих не возникало с евреями, которые так же, как и персы, не допускали в свою среду инородцев. Поскольку при таком последовательном подходе ассимиляция исключалась, то в Западном Иране и Месопотамии возникла иудео-сиро-армяно-персидская химера с добавкой из парфянской знати арабов Бахрейна, почитавших звездных богов и служивших за деньги иранскому шаху. Внутри этой причудливой мозаики мира не было. Вельможи и маги старались ограничить власть шаха, не покушаясь на престол, ибо центральная власть была нужна для защиты от внешних врагов. Шах норовил пресекать самовольство знати, но без кровопролития, так как знать составляла конное войско. Евреи были на стороне короны и со свойственной этому этносу горячностью превысили меру усердия, что им на пользу не пошло. В 491 году Иран постигли засуха, связанный с нею недород и налет саранчи. Шах Кавад открыл государственные амбары с зерном, но это не предотвратило народных волнений. И тогда один из вельмож, Маздак, предложил шаху свою концепцию спасения государства. Она была дуалистична, но в ней, в отличие от манихейства, царство света наделялось качествами воли и разума, а царство тьмы – качеством неразумной стихии. Отсюда вытекало, что существующая в мире несправедливость – следствие неразумности, и исправить ее можно средствами разума, введением равенства, уравнением благ, то есть конфискацией имущества богатых
и разделом его между маздакитами, и казнями сторонников зла, то есть тех, кто был с Маздаком не согласен. Система подкупала безукоризненной логикой, и шах поддержал Маздака. Но как было отличить сторонников света от защитников мрака? Только по их личному заявлению. И тут пошла в ход ложь. Их внутреннее «да проклянет их Господь» противоположно внешнему, слова противоположны делам. Низам аль-Мульк, Сиасет-Нама. Маздакиты, взяв власть в свои руки, развернули массовый террор, а шах стал в их руках марионеткой. В 496 году Кавад бежал от своих министров к эфталитам, вернулся с войском и занял престол, но маздакиты продолжали занимать должности вокруг престола и расправляться с неугодными людьми, как с чужими, так и друг с другом. Только в 529 году царевич Хасрой собрал войско из людей, обиженных маздакитами, привлек на свою сторону саков и повесил Маздака, а его сторонников закапывал в землю живыми. Ожесточение партий было так велико, что уцелевшим маздакитам пришлось бежать на Кавказ, ибо ни эфталиты на востоке, ни византийцы на западе их не принимали. Могли ли многочисленные евреи Двуречья и Исфагана остаться равнодушными к событиям, происходившим вокруг них? Конечно, они приняли в них живое участие, но, как всегда, разделились. Ортодоксам-талмудистам маздакиты были омерзительны, вольнодумцам-каббалистам любезны. Внутри еврейской общины Ирана шла борьба столь же напряженная и даже кровавая, как и в самой великой державе. Торжество маздакитов грозило евреям-ортодоксам гибелью, и они эмигрировали в Византию. Там их приняли кисло, но это было лучше, чем смерть. Когда же в 529 году в Иране пошла расправа с маздакитами, то и примкнувшим к ним евреям пришлось плохо. Экзарх еврейской общины Ирана Марзутра, сотрудничавший с маздакитами, был повешен так же, как и все те, кто попал в руки Хасроя Нуширвана, принявшего власть еще при жизни своего отца Кавада. Уцелевшие маздакиты бежали на Кавказ, чтобы затеряться среди христианского населения Мидии Атропатены, современный Азербайджан. Это им удалось, так как христиане относились к огнепоклонникам персам крайне отрицательно и укрыли беглецов из Ирана. Связанные с маздакитским движением евреи тоже удрали на Кавказ, но подальше от разъяренных персов. И очутились они на широкой равнине между Териком и Сулаком, стали пасти там скот, избегая конфликтов с соседями и не слишком остро соблюдая традиционные обряды. Однако они свято праздновали субботу и совершали обряд обрезания. Описание быта этой ветви евреев смотрите в книге Гаркави «Сказания еврейских писателей о хазарах и хазарском царстве». Кембриджский аноним считает их евреями колена Симонова, позабывшими веру предков. Каковцов, еврейско-хазарская переписка в X веке. Вернемся к судьбе евреев-ортодоксов, так как в следующей эпохе главную роль будут играть именно они. Православная церковь Византии в эпоху Великих соборов V века относилась к иудаизму благожелательно. Когда же эмиграция евреев из Ирана усилилась и активизировала византийскую еврейскую общину, то начался период не то чтобы гонений, а государственных ограничений свободы еврейского культа. Эдиктом 546 года Юстиниан запретил евреям праздновать Пасху и есть в эти дни мацу, если еврейская Пасха приходилась на Страстную неделю. В 553 году евреям было запрещено употреблять устную традицию. Короче, евреев стремились превратить в граждан второго порядка. Inferiores, quasi, infames, turpes. Что повело к возрождению иранофильских настроений в еврействе Византии. Случай для отплаты за унижение представился им в начале VII века. В 602 году солдаты убили императора Маврикия и возвели на престол свирепого тирана Фоку. Шаханшах Хасрой Парвиз начал войну под предлогом мести за погибшего, который был его приемным отцом. Фактически же эта война ставила целью изгнание греков из Азии и Египта, то есть восстановление Ахменидской империи. Евреи стали на сторону персов. Они вызывали беспорядки в тылу у греков, причем успевали заручиться покровительством греческого начальства и обратить его гнев против восточных христиан-монофизитов и несториан.
что было на руку персам, так как симпатии местного населения после карательных экспедиций из Константинополя переходили на их сторону. Таким образом, персы продвинулись до берегов Средиземного моря. Самое страшное произошло в 615 году в Иерусалиме, где после капитуляции города персы взяли в плен от 62 до 67 тысяч человек. Не имея возможности перегнать живой товар через сирийскую пустыню без больших потерь, персидские воины охотно распродавали рабов и рабынь. Иудеи же из-за своей вражды покупали их по дешевой цене и убивали их, пишет в 1234 году сирийский аноним, то есть человек, не имеющий личной заинтересованности, а следовательно и пристрастия. Там же он сообщает, что иудеи были уведены из Иерусалима, то есть просто вернулись на родину предков в Месопотамию. Здесь они уже после заключения мира в 629 году убедили персидский гарнизон оборонять от греков Эдессу, которая должна была быть возвращена Византии по условиям мирного договора. При этом они обеспечили себе безнаказанность, послав к императору Ираклию парламентера, который вымолил своим соплеменникам прощение, а персидские воины погибли от рук византийцев. Византийское правительство то ли не видело, то ли не хотело видеть реального соотношения сил. Ираклий мечтал о воссоединении монофизитства с православием. Для этого он предложил компромисс – доктрину монофилитства, согласно которой у воплощенного слова два тела, божественное и человеческое, и одна воля, божественная. Эту доктрину не приняли ни греки, ни сирийцы с египтянами, ни персидские несториане, ни папа. Сторонников это учение обрело только в горах Ливана, но и там их было очень мало, так как горцы Ливана, равно недоброжелательно относившиеся и к грекам, и к сирийцам, были реликтовым этносом. На этом фоне общего отчуждения Ираклий сохранил свои симпатии к евреям и даже очень их выручил. Западные евреи, проникшие на берега Рейна в римскую эпоху, сильно пострадали от вторжений германцев в V веке, но на берегах Роны и Гаронны они жили спокойно и богато. Мировинги относились к евреям без симпатии, и в 629 году король Дагоберт решил изгнать их из своих владений. Но император Ираклий вмешался, и изгнание не состоялось. Чем руководствовался Ираклий, непонятно. Может быть, он обратил внимание на то, что в Аравии уже начались кровавые столкновения между еврейскими общинами и сторонниками нового пророка Мухаммеда. А может быть, были мотивы нам неизвестные. Однако в любом случае сделка проходила за счет христианских народов Ближнего Востока, причем проиграть могли либо греки, либо персы, а евреи только выигрывали. Столь откровенная изменническая позиция вызывала озлобление против евреев сирийских и аравийских семитов. Почему это трудно назвать антисемитизмом? Результатом была договоренность, достигнутая в 637 году между епископом Сафронием и халифом Амаром. Епископ сдал халифу Иерусалим с тем, чтобы евреи не жили в Иерусалиме, после чего Амар велел построить на месте Соломонова храма мечеть. У арабов. VII век. С мусульманами иудеи не ладили куда категоричнее, чем с христианами. Первые конфликты произошли еще в Медине с самим пророком. Побежденные в уличных схватках иудеи покинули Аравию и поселились в Палестине, у Генесаретского озера, поскольку эта страна находилась тогда под властью персов. Потом некоторые из них ушли в Иран вместе с отступавшими персами, страшась возмездия сирийских христиан. Однако к 650 году те и другие попали под арабское иго. Персы перенесли это довольно легко, так как приняли ислам. Но евреям вероотступничество было противно. Они нашли другой выход – шиизм как способ раздробления мусульманской общины. Шиат Али, партия Алия или пристрастные. Некий Абдулла ибн Саба, иудей, перешедший в ислам, выдвинул в 653 году учение на первый взгляд правоверное, что перед концом света пророк Мухаммед вернется в мир, а пока его должен замещать тот, кто при жизни был его помощником, то есть Али и его потомки. Здесь таилось зерно не только тогдашнего раздора, претензии Али на престол, но и позднейшего шиизма, прививавшегося у персов лучше, чем у арабов. Так была создана идеологическая основа гражданских войн, вызвавших относительно быстрое распадение халифата.
Нет, мы не будем здесь излагать историю многих восстаний и подавлений, убийств и предательств, игры ума и безумия страстей человеческих. Жертвами этой войны стали Али, зарезан в 661 году, и его сын Хусейн пал в бою в 680 году, покинутые друзьями и сподвижниками. Однако те, раскаявшись, снова восстали и снова были разбиты в 690 году, вслед за чем последовали очередные экзекуции. Вот тогда и покинули злосчастную Персию евреи. Они прожили в этой стране 1200 лет, пользуясь покровительством законов и сочувственной поддержкой венценосцев. Но когда законы Ирана заменил шариат, а шахов назначенные эмиры, уполномоченные, евреи вновь обратились к поискам земли обетованной. Сами они представляли себе эту миграцию так. И было в лето 4450-е, то есть в 690 году. И усилилась борьба между исмаильтянами и персами в ту пору, и были поражены персы ими, арабами. И пали они под их ноги, и спасались бегством многочисленные евреи из страны Парас, как от меча. И двигались они от племени к племени, от государства к другому народу, и прибыли в страну Русию, и землю Ашкеназ и Швецию, и нашли там много евреев. Авторство текста приписано известному хронисту и врачу Иосифу Б. Иегошуа Гака Гену, жившему в XVI веке, но имевшему в своем распоряжении более ранние рукописи. Этот текст показывает многое. Страна Руссия уже была в VII веке. В Германии, Ашкеназ, и Швеции, еще языческой, есть еврейские колонии. А вот Хазарии в списке нет, хотя в 737 году арабский завоеватель будто бы принудил персов-огнепоклонников, хазар, поклонявшихся тельцу и некоторых исполнявших закон Мусы, принять ислам. Берлин полагает, что именно это событие заставило евреев покинуть Хазарию и перебраться на запад. На самом деле это было только пожелание Мирвана II, оставшееся без последствий. А в 690 году хазары под предводительством тюркютов по происхождению, принцев царственного рода Ашина, ставших ханами Хазарии, громили Закавказье и удерживали до 693 года Дербент. Как же евреи могли не заметить такую сильную державу? Только не видя ее. Значит, путь еврейских эмигрантов из Ирана пролегал не через северокавказские степи, в те годы обогренные болгарской и аланской кровью, а только через Малую Азию и Черное море, к устью Днепра и в Руссию, а оттуда в земли, где уже были колонии западной ветви евреев, оставшихся в Европе после распада Римской империи. Но если так, то кто в Хазарии исполнял закон Мусы? Очевидно, те евреи, которые бежали на Кавказ вместе с маздакитами. Они в 690 году очень хорошо помнили кровавые столкновения внутри еврейской общины Ирана, с полным на то основанием опасались своих соплеменников и отказали им в убежище. Зато их потомки в VIII веке поступили по-иному, так как маздакитская трагедия была забыта потомками ее участников. У греков. VIII век. Итак, сирийские амияды оказались врагами обеих ветвей иудеев, маздакитской и ортодоксальной. Первые были союзниками хазар, вторые обрели убежище среди христиан. Такая расстановка сил дает право заключить, что во время сражения за Константинополь в 717-718 годах, когда Лев Исавр сжег арабскую эскадру греческим огнем и отбросил изнуренную голодом сухопутную армию от стен столицы, евреи сражались на стороне христиан. Силы арабов были скованы на всех фронтах. В Испании в 718 году непокорившиеся христиане образовали королевство Астурию. В Средней Азии тюргеши сговорились с Китаем, заключили мир с Тибетом, союзником халифата, и поддержали восстание сагдийцев, только что завоеванных, но не смирившихся. Хазары же принудили арабскую армию к отступлению и перенесли военные действия в Закавказье. В 723 году император Лев III Исавр издал указ о насильственном крещении всех евреев, находящихся в пределах Византийской империи. Об этом указе упоминают хронографы Феофан и Кидрен. Этот указ был издан после победы над арабами и за год до начала борьбы против почитания икон. Зачем ему это понадобилось? Ответа на этот вопрос в источниках нет,
значит, следует искать смысл указа, исходя из общей ситуации. Малоазийские христиане, а также монофизиты и несториане были противниками иконопочитания и врагами арабов. Не хотел ли Лев Исавр увеличить число своих сторонников, зачислив иудеев в число христиан, дабы дать им право участвовать в будущей реформе? Это, пожалуй, наиболее вероятное толкование, так как последующие гонения обрушились не на иудеев, оставшихся в своей вере, а на православных. И наоборот, один из чиновников халифа Иоанн Дамаскин Мансур писал обличение иконоборцев под покровительством Амияда Хишама. Считается, что этот указ вызвал эмиграцию евреев из Византии в Хазарию, но неизвестно, был ли он приведен в исполнение. Даже если так, то эмиграция шла в Хазарию, в то время союзницу Византии. И поскольку инициативу войны с арабами перехватил Булан, не исключено, что Лев Исавр создал условия для переброски боеспособного этноса на тот участок фронта, где он был необходим. Примерно так поступило византийское правительство с горцами Ливана, мордаитами. Их вывели из Сирии и поместили в гарнизонах Малой Азии, чтобы использовать их опыт борьбы с мусульманами. Однако евреи думали не столько о войне против ислама, сколько о себе и своих родственниках. Подобно тому, как в XVII веке гонимые в испанских владениях евреи нашли приют в протестантской Голландии, так в VIII веке они воспользовались гостеприимством хазар и освоили прикаспийские Нидерланды. Причем сходство дополнялось тем, что Итиль стал перевалочным пунктом на двух караванных путях – из Ирана в Биармию, Великую Пермь, и из Китая в Прованс. Имея такую базу, можно было забыть о дружбе с Византией. А ссориться евреям с греками было из-за чего. Греки торговали лучше евреев. Поэтому евреи начали предпочитать им арабов. Свидетельство о разрыве между Византией и еврейской диаспорой недвусмысленно, а дата его примечательна. На фоне мировой истории оно особенно весомо. Владетель Константинополя во время Харуна ар-Рашида 786-809 годы изгнал из своих владений всех живущих там евреев, которые вследствие сего отправились в страну Хазар, где они нашли людей разумных, но погруженных в заблуждение, язычников. Посему евреи предложили им свою религию, которую хазары нашли лучшей, чем их прежняя, и приняли ее. Это сведение, приписываемое автору XIII века Ибн ал-Асиру, сохранилось у Димашки, Космогеографии де Димашки. Попытка сопоставления с сообщением Масуди была сделана Хвольсоном, сборник статей по еврейской истории и литературе. Опровержение ее смотрите в книге Берлина «Указанное сочинение». Об обращении хазар в иудейскую веру существует огромная литература. Последние сводные исследования – Артамонов «История хазар», Кёстлер Артур «The 13th Tribe», «The Khazar Empire and its Heritage». Наша интерпретация, предлагаемая далее, независима от предшествующих и, на наш взгляд, недостаточно освещающих предмет. Этот текст, во-первых, подтверждает нашу догадку, что императоры-иконоборцы крещение евреев не осуществили, иначе было бы некого изгонять. А во-вторых, что эти гонения на евреев совпали с Седьмым Вселенским собором 787 года и последующим периодом преобладания греков над малоазиатами и примыкавшими к последним евреями. Согласно логике событий, именно в последние годы VIII века греки стали заинтересованы в том, чтобы избавиться от евреев, так как антипатия последних к арабам сменилась симпатией после того, как престол халифа перешел от аммиядов к аббасидам, окруженным персидскими советниками и возобновившим традиции сасанидского Ирана. Однако багдадские халифы могли, да и хотели видеть в евреях лишь подданных, причем второго сорта. Им было удобно сбывать христианских пленников для продажи в рабство, что для евреев было выгодно, но не перспективно. Власть и господство над народом халифата были для них недостижимы, так как пассионарность арабов и персов была выше еврейской. Поэтому евреи стали искать новую страну и обрели ее в Хазарии.